И я понял, о ужас, как же я ужасно пою. Як я не мог размовлять, мне все равно плечи кричали: «Виталя, колхозник». И все, я однажды принял это. Я принял то, что я белорус. С возрастом ты понимаешь, где ты промазал. Ну, потому что тебе казалось, что ты идешь правильно, а оказывается это ой-ой-ой. Мой одноклассник, он стал батюшкой, он хотел быть священником, а я хотел стать артистом. Может быть, не повторить, а хотя бы вот попробовать дотянуться до уровня Мулявина и Пасняров в новом формате. Ну, я думал, ну как так, все уже встречаются, а я еще нет. 5 часов утра, я помню, заходит монах с колоколом: «Прохиндеи, вставайте!» Один хороший человек сказал: все, 40 лет, знаешь, машина тоже вот едет до какого-то времени, а потом бензин заканчивается. Людей нужно ценить, вот это важно, людей с разными мнениями нужно ценить, с разными взглядами. Он хороший специалист. У нас воруют сейчас душу. Там уныние, тут уныние. Но думаешь, вот до Пасхи сейчас дотянем, сейчас вот, мы снова воспрянем, сейчас мы покажем. Основная проблема и раскол, из-за чего все происходит. Мы не просто друг с другом не можем договориться. Добрый день, дорогие зрители. Это подкаст «Диалоги». Сегодня у нас в гостях Виталий Карпанов. Виталий Карпанов – это солист группы «Дрозды». Добрый день. Да, привет всем, здравствуйте, привет, Антоний. Мы рады видеть вас в стенах Минской духовной семинарии. Благодарим вас, что вы выступили у нас с концертом. Отдельно вам благодарность еще раз за это. Вот. Ну и, конечно, первый вопрос, который хотелось бы вам задать, это вы очень часто пишете про посвящаете свои песни Отечеству, да, родной Беларуси, дому родному. И, конечно, хотелось бы спросить, вообще, в какой семье вы росли, да? Кто были ваши родители? Ну, у меня простая семья. Мама моя всю жизнь работала на почте, почтальоном, сначала почтальоном, потом там заведующий почтового отделения в деревне. Папа мой был сначала агрономом, потом в какой-то момент даже был председателем колхоза, потом опять мы переехали из Витебской области в Воложенский район, и он там уже был зампредседателем, потом опять агрономом. Ну, такая такая карьера, скажем так, да. Ну, мы простые, родители простые, и мы с братом, у меня есть старший брат, мы всю жизнь прожили в деревне, я вырос в деревне. Я пою про то, что мы поем про то, что меня окружало все детство. Это домашнее хозяйство, это кролики, коровы, там поросята. Мы выросли в этом во всем. Ну и надо сказать, что с 5 класса где-то, почему мне это все близко и так приятно сегодня у вас выступать, потому что с 5 класса я попал в церковь. Мама меня начала приводить, я начал там подпевать хору, и меня заметил батюшка наш, и венце, да, и позвал прислуживать в алтаре. И поэтому мне так все это близко. Я до 11 класса прислуживал батюшке, и с кадилом, там все, свечки, это все, я прошел, поэтому я вот этим всем пропитан. Почему вы решили выбрать творческую карьеру? Но я хотел петь, я мечтал петь, да, то есть и вот где-то я пришел в церковь, потому что там пел хор, и что ты у Бога попроси, и у тебя все получится, когда будешь молиться, трудиться. Вот мой одноклассник, он стал батюшкой, он хотел быть священником, а я хотел стать артистом. И через, скажем так, и в том числе через церковь, потому что, такие у меня сдольности, кажется, по-белорусски способности у меня были средние в учебе, да. Я отдавал, в какой-то момент я понял в 7 классе, что я могу только нажать на музыку, кем я буду там. На балалайке я играю, мне нужно идти в музыку, я хочу петь. Я начал усерднее заниматься, то есть это была и церковь, и там прислуживание, и занятия в музыкальной школе, и в школе. И я начал усердно заниматься с молитвой, с верой в то, что у меня получится. Это мне была такая. И я поступил в музыкальное училище, потом с этой верой, с молитвой я поступил в Академию музыки. А потом все, музыка пошла дальше, музыка меня полностью поглотила, и все время это с опорой на церковь. А как возникла идея вообще создать группу? Скажем так, когда ты живешь своей музыкальной мечтой, тут идея, она все время присутствует. И, скажем так, у меня в школе была первая группа, потом в училище песни, они все время сочинялись, какие-то под гитару, и группы, они же были повсюду, кумиры, да, и поэтому мне казалось, что я тоже что-то должен такое сделать, и вокруг меня всегда собирались музыканты, да, то есть я сочинял песни, тут барабаны, тут бас-гитара, и все время собирал какую-то группу, это было в школе, потом в училище.
А потом и в Академии музыки, где я уже учился в консерватории. Вот мы познакомились там в одну комнату, так попали с и нашим баянистом Ильей Немытько. И оттуда начала формироваться уже группа «Дрозды», где в 2005 году мы попали на конкурс «Пять звезд» в Сочи. Это был, ну, как бы такой этап, отсчет группы «Дрозды» с 2005 года. И таким образом, вот уже практически будет скоро 20 лет, мы барахтаемся то вправо, то влево, то одно, то другое. И только сейчас я эту историю рассказываю, ну, мы 20 лет группе, а такого, скажем так, обширная известность, назовем это так, да, только мы сейчас получили с появлением песни «Хата Батьков». И вот этой линейки песен таких правильных, патриотических, правильных, душевных, народных, да, я рассказываю о том, что мы все время, когда музыканты смотрим вправо, влево, то одни появляются на небосклоне этом звездном, то другие, хочется догнать кого-то, а так не работает, ты не успеешь, нужно что-то найти свое, и вот так вот мы практически 20 лет кого-то догоняли, то одно пробовали, то другое, а оказалось, что нужно посмотреть под ноги, нужно посмотреть в душу себе. Вот если я из деревни, я как бы всегда это позиционировал, только надо было это еще и принять, и в творческом плане. Вот у нас песня, вот у нас двор. Но это, наверное, так дано, что только с возрастом ты это понимаешь, что когда начинают родители уходить, когда начинают ты взрослеть, когда у тебя появляются дети. И я вот сегодня на концерте сказал, что, то есть две большие значимые такие в жизни моей, много таких хороших моментов, которые связаны с просьбой, да, с молитвой, с Божией. Это вот я попросил когда-то супругу себе, я думал, как так, все уже встречаются, а я еще нет. И я помню, что вот, я попросил у Боженьки, чтобы вот мне дали жену, я встретил супругу, мне, скажут, выдали тогда, назовем это так. А потом, когда я понял, что это года 3-4 назад, что, я как-то был, отчаялся, уныние такое было. Я понял, что, что-то не получается, нет у нас, вот я вот музыкант, уже 20 лет скоро будет, да, а вот нету вот того, что должно быть, да, вот чтобы хоп, раз, и все запели. И я помню, я в Петропавловскую церковь зашел, вот на Немеге в Минске, да, и вот так вот усердно прямо я попросил, поставил свечку, или давай, я так, знаешь, по-простому, можно, я так, Боженька, давай, или вот как бы закончим эту историю, или вот давай уже мне какую-нибудь песню, да, чтобы это вот, действительно начало получаться. И через некоторое время появилась «Хата Батьков». «Хата Батьков» появилась, и она вот это как знак такой, типа, все раскрылось, нашу песню запели. И группа зажила по-новому, и нас хотят на сегодняшний день во всех уголках нашей страны, Беларуси, и поэтому столько концертов, потому что мы раскрылись по-новому, людям это стало близко. Мы видим, как люди плачут на концертах, как улыбаются, и песни посыпались, как вот из рога изобилия, разные. Ты уже сказал, что все-таки вы нашли то, что вам близко Да. вашей душе. Это какие-то темы про отчизну, про Да. патриотизм. Но что вообще для тебя патриотизм? А это очень, с одной стороны, очень просто, а в нынешнее время, с другой стороны, это очень сложная формулировка. Что такое патриотизм? Я отталкиваюсь сейчас в этом информационном шуме, да, вот, который просто повсюду, по телевизору, по интернету, все что-то предлагают, все что-то рассказывают. Я для себя выбрал такую штуку, как бы не слушать вот этот шум весь информационный, потому что в нем можно просто утонуть. Есть ощущение внутреннее, да, то есть и оно никуда, его надо прислушаться, его надо поймать и от этого отталкиваться. И что касается патриотизма. Патриотизм, на мой взгляд, не надо вот эти громкие плакатные заявления, там, да, вот эти вот всякие формулировки, фразы. Вот есть у нас отчий дом, «Хата Батьков», да, вот есть то место, где мы родились. Оно не обманет никогда. Если ты приезжаешь на свою родину, там, к родителям, и у тебя вот, особенно в нашем, уже вот прошибает на слезу, вот он самый тот патриотизм. А это значит, что ты должен это место сохранить. Это значит, ты должен сохранить те традиции, которым тебя учили, ту веру, куда тебя первый раз завели в церковь, где тебя крестили, где тебя, в нашем случае, это белорусская и русская мова, два языка, да, где-то бабушка у кого-то разговаривала на белорусской мове. Вот он патриотизм. Не надо никого рассказывать, никого обманывать, никуда никого гнать.
Вот это ощущение нужно сохранить, культивировать и передавать нашим детям, нашим внукам. Потому что вот эта вот штучка, которая она живет в каждом. Но в сегодняшнее время каждый человек может заблудиться и перепутать, и пойти не туда. Но вот если у тебя вот это внутри, тебя никто никуда не переманит. Никто никуда не переманит, если ты нащупаешь его и будешь держаться вот так вот всеми руками, как в нашем песне поется «Тримайся за родный кут». Кто служил примером в создании группы? Кто был ориентиром? На кого вы равнялись? На кого вы смотрели? Ну, тут такое, мы об этом много раз рассказывал, но вот у музыкантов мне, с одной стороны, как-то и хочется правду сказать, знаешь, типа как, ну, типа, а с другой стороны, как-то неловко, потому что, ну, для большинства, может, это не кумиры никакие. В моем детстве, ну, детство было непростое, там, 90-е, там, папа там, сям, что-то все хотели какие-то там деньги заработать. Я помню, папа ездил в Польшу там торговать, и когда-то у нас все этим занимались как-то. И папа привез магнитофон двухкассетный, первый, там, ну, такие колоночки были, на них еще такие светомузыка была, вообще движуха такая, и 2 кассеты, София Ротару и Ласковый май группа. И тогда вот уже, то ли уже Ласковый май уходил, ну в плане творчества, но мне попалось Ласковый май, Белые розы. И я был в 1 классе, я перематывал эту кассету, я слушал, и я понимаю, что это, ну, скажем так, невысокое искусство, но магия поп-песни, да, которая заполонила все пространство, которое эта песня там собирала стадионы. Я понимал, что я хочу так же делать какое-то чудо, чтобы вот люди пели со мной. Вот это ощущение у меня тогда поймалось. И потом я пошел в музыкальную школу, я хотел играть на гитаре, меня родители обманули, сначала на балалайке научись, потом на гитаре, сначала 3 струны, потом 6, все нормально, все пойдет. Но это стандартная история. Поэтому, а потом уже в более таком возрасте уже появлялись и другие группы, на которых мы опирались, и иностранные, и наши какие-то. Поэтому, ну, сам вот эта вот зажигалка, она так вот, на простом. Белые розы. А сегодня кто? Сегодня мне нравится, вот по-простому скажу, да, вот в дороге, знаешь, можно сказать, типа, я музыкант, не люблю музыку, потому что слушать музыку, я по утрам или где-то в дороге, я слушаю Евангелие дня. Я просто пришел к этому. Раньше мы слушали музыку и разную, но сейчас мы на каком-то таком этапе, когда концертов много песен, много все время шума, и уже просто ничего не хочется слушать. Хочется слушать что-то умиротворяющее, обучающее. Мы много сделали, знаешь, мне 42 года, у меня много грехов, я много уже ошибался, и с возрастом ты понимаешь, где ты промазал. Ну, потому что тебе казалось, что ты идешь правильно, а оказывается это ой-ой-ой, не туда. И поэтому сейчас, когда ты понимаешь где-то свои ошибки, промахи, и ты понимаешь свою необразованность в плане, допустим, в духовном, не только в духовном, во всех сферах. Но, по крайней мере, мне сейчас очень сильно хочется понять, исследовать духовным законам. Да? Есть у нас много разных законов, физические, там одни, другие. И мы упускаем светская жизнь, да, в образовании, мы упускаем законы духовные. Кажется, что вот это одно, это все очень просто, а на самом деле это не так просто. И слушая Евангелие дня по кусочку, по маленькому, когда там все объясняется, становится. И каждый раз там много же повторений, да, там про Марфу, да, и Марию, да, там можно прослушать там в месяц 4-5 раз, и вот каждый раз что-то новое для себя открываешь. Поэтому музыкой, а вот какие-то такие вещи, которые более настраивают на правильное, сейчас в моей жизни такой этап. Может быть, есть какие-то евангельские сюжеты, примеры, которые больше всего трогают вас? Их много, их очень много, где говорится, что проще войти верблюду в ушко, да, в иголки, чем как это там, то есть таких сюжетов Марфа и Марию, тот же, да, там, их просто когда ты слушаешь, например, я все время как-то впечатляюсь, что разные сюжеты в разные дни можно трактовать по-новому. Не по-разному, а по-новому, что-то для себя открывать. Есть ли у вас конкуренты в вашей деятельности, в вашей сфере? Они думают, что они есть, но их нету.
да. Да, но есть какие-то вот такие, может быть, у нас в Беларуси какие-то организации молодые, да, вот собрания, студенчества какие-то, которые, может быть, к вам обращаются за советом или спрашивают, вот, подскажите, как, что. Конечно, очень много. Я узнаю, сейчас же у нас интернет, и мы представлены на всех платформах, на всех площадках, и YouTube, и Instagram, и TikTok. Много появляется музыкантов, которые пишут там: помогите раскрутиться. И я себя узнаю в их, потому что еще года 4-5 назад я писал более, скажем, значимым артистам российским, там, типа, давайте споем дуэт, там, что-нибудь, пожалуйста, там, Ольга Бузова, ну, к примеру, да, я, ну, условно. А на самом деле это так не работает. Там, я помню, в свое время, когда я был совсем маленький, мой папа ходил к Михаилу Яковлевичу Фимбергу: послушайте моего сына, там, значит, как бы, но это не так не работает, чудо не произойдет, никто тебя вот так вот не вытянет, да. Это огромный труд, который ты должен пройти сам. Да, есть какие-то направления, у кого-то спросить совет, но все равно, то есть у меня в училище, когда я записал в Молодеченском свою первую песню на кассету, там в подвале мы играли, такие в какое-то в то время были диктофоны кассетные, ну, диктофоны дешевые, китайские такие плееры, на которых была функция диктофон. И вот я купил этот диктофон, и у меня была первая кассета, мы с ребятами сыграли, я прибежал слушать. И я понял: о ужас, как же я ужасно пою. Я понял, что, ну, это, ну, очень плохо. А внутри ты все равно артист. Вот внешне у тебя ничего не получается, ты умом понимаешь, а внутри ты все равно хочешь это делать. И вот превосходя все вот это вот, ну, как бы, нет, я покажу, я смогу. И только вот сейчас, через 20 лет, наш звукорежиссер обратил внимание, что мой диапазон, мое искусство пения улучшилось в разы. А почему? Потому что у нас концерты каждый день. Каждый день у тебя практика. Ты поешь, 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 и ты самостоятельно просто развил, ну, как я, вот свой диапазон, свою какую-то, ну, композиторскую способность, там, и одно, и другое, и третье. Это просто практика. Но до этого нужно было пройти такой огромный путь с ошибками, с маленькими победами, и снова с ошибками. Всем известная песня сейчас, наверное, в Беларуси «Хата Батькоў». Да. Как вообще она родилась? Ну, у этой песни, ну, достаточно такая глубокая такая история, потому что, с одной стороны, у меня не стало папы в 2019 году, и я еще острее начал ощущать временность жизни. То есть, ну, я помню, когда на проповедях батюшка у нас всегда с детства говорил, там, и вообще это преследуется часто, что мы тут гости. И когда ты молодой, ну, в мире в этом, да, то есть мы тут как бы временно, мы тут все гости, ну, настоящая жизнь, она там в Царстве Небесном. И когда вот тебе там 14, 15, 20, 25 лет, даже 30, ты все равно это не можешь осознать. Ты не понимаешь, тебе кажется, ну, слова, нам кажется, что мы будем все жить вечно. Вот когда ты здоров, когда у тебя все хорошо, ну, вот, кажется, что жить. А вот когда первый звонок, когда не стало отца, ты понимаешь, нет. И когда вот я видел, я его хоронил, я понимал, что вот он, свет в конце тоннеля, все, вот первый пошел. И я понимаю, что вот все это вот сполучение на белорусской мове, кажется, коли сполучение всех этих думок, оно пришло, все началось, потом наступил 20-й сложный год в Беларуси у нас был такой, вот он определяющий. Появился, у меня первый куплет появился, про «у кожнага енчык ёсць». Это очень высоко, а потом еще сложнее. «Двум берагам одной раки ніколі не сустрэцца, так и паміж братоў маланка пронесется». Это о том, что мы должны все вместе, несмотря на то, что у нас бывает, так где-то мы в семье можем повздорить, разойтись, но обязательно нас согревает и объединяет наш дом, наш хата батькоў, наша страна, наш человек. Мы ни в коем случае, вот белорусы, не знаю, там все, ни в коем случае не должны ссориться, ругаться. Мы должны быть вместе все. Об этом песня, об этом вот такие события были этому всему предпосылкой. Ну, Виталий, а какая вот в самом начале у вас была аудитория? Кто были эти люди, и кто были тогда, и кто это сейчас?
Ну вот на начальном этапе, вот почти 20 лет назад, это была аудитория, которая есть всегда, да, аудитория, которая хочет праздновать праздник. Ну там свадьба, день рождения, ищут себе каких-то артистов, которые вот, это были мы были вот очень популярны, сильно популярны в узком кругу, вот в узком кругу эвентов сейчас так называемых, да. Мы играли всякие свои песни, кавера, нас ну, везде знали, как веселых ребят, которые очень классно зажигают на любом мероприятии. И такая работа у нас была. Но у нас уже было много своих песен. И все время вот это артистическое, когда ты растешь, вроде у тебя уже и заработок есть, и какая-то узнаваемость, и там на телевизоре, ты там и песни по радио играют. Но вот от чего-то вот такого, и все артисты постарше, или как бы там такие дядьки-продюсеры говорят, нет, ну слушай, ну все-таки вот это вот, ну это не то, ну играешь ты на корпоративе, ну вот самая настоящая популярность и любовь приходит тогда, когда человек платит билет за билет. Когда человек покупает билет на тебя, это говорит о том, что мы пробовали вроде делать там 14 годы, 2014, 15, 16 мы пробовали делать концерты по городам. Ну и это вот очень больно было видеть, когда ну, треть зала пришло, да, там или афиши нету. И вроде мы и рекламу делаем. И вот спустя только вот с появлением в песне «Хата батьков» мы ощутили, что такое по-настоящему любовь, когда люди готовы платить за тебя не на корпоратив, а просто прийти и купить билет в любой деревне. И еще у нас начал писать там, типа, приедьте туда. Мы говорим, да, мы приедем туда, позвоните, пускай вам из нашего клуба, из вашего клуба нам позвонят. И мы приедем. И таким образом мы начали в интернете подгонять такую волну, что мы приедем, куда вы нас позовете. В любую деревушку. У вас там 50 мест, мы приедем. И это начало набирать вот в 2 года. Идет такое колесо, когда мы отзываемся, мы разговариваем с людьми. И сегодня мы уже сыграли больше там 200 концертов. Вот за последнее, там, с 2023 года мы сыграли больше 200 концертов, потому что мы откликаемся, мы идем в любую, едем деревню, и это колесо набирает еще больше обороты. Мы видим, как люди хотят попасть, потому что мы на своих концертах, как сегодня часть, конечно, в светской истории я могу больше рассказывать, да, там и больше юмора. Сегодня все-таки у нас такой, более такой академический концерт, да. И людям это важно. Людям важно услышать со сцены от артиста, которого они видели в телевизоре, то, чем они живут, то, о чем они думают, как у них прошла юность. А юность у нас, в принципе, у белорусов прошла более-менее одинаково. Она такая, как уже вязковая. А это у нас, значит, вёска, это значит, мы там встречаемся, первая любовь, первые какие-то движухи, дискотеки. И это такая целая культура, которую мы все прошли. И на этом построена наша вся программа, построены наши песни на воспоминаниях. Это как бы стендап. Сейчас из белорусских артистов никто этого не использует, не делает. У нас не только концерт, у нас концерт-стендап. Вы же знаете, что сейчас стендап очень популярен. Там на всех каналах куча стендаперов. А у нас еще стендап на белорусской мове, свойський такі, про своє, про те саме, як там кажуть, колонки, помниш, ми збирались все, коли на дискотеку йшли, коли колонки молодежь, да, полторашка и вода, як я кажу, да, ну и все, да, и от этого никуда не деться, да, и это приятно вспомнить 40 лет. И поэтому вот эти простые истории, простые песни, где-то посмеяться можно, а где-то, как сегодня, и на маму, и поплакать про белорусскую мову. Эти истории, шутки про белорусскую мову, вот, когда каждому близко. Ведь когда мы ехали в город, это каждому понятно, что мы всегда ехали из своей деревни и хотели лучше разговаривать, да, то есть мы ховали свой наговорок, ГНГЧ свой заховывали, але оно все равно нас торчало, и нам было, ну, неемко, тому что, значит, смеялись, а ты, ганы, як умеешь уже лепишь, и тебе еще больше смеются, як мне казали, ай, як я не мог размовлять, мне все равно в плечи кричали, Виталя колхозник, ну, и все, я однажды принял это. Я принял то, что я белорус, вот с этим. И наоборот начал это культивировать и поднимать, и показывать нашим людям, и слушателям, и зрителям нашим, что не надо нам стесняться. Это у нас есть другая державная мова, и она такая самая моцная. Мы повинны ее наоборот показывать, бо зараз и литургии ведутся на белорусской мове, так? У нас святару венцы наш белорускамоўны. И это вельми прыгожа, это колорит, это мы можем показать, вы же ведаете, что Мулявин у свой час приехал из России и зрабіў беларускую песню вядомую на ўвесь
увесь свет, у тым ліку па ўсім Савецкім Саюзе усе спявалі на беларускай мове. Вот у нас, не скажу, что это миссия, у нас как бы историческая такая какая-то роль на сегодняшний день, вот мы, группа «Дрозды», может быть, не повторить, а хотя бы вот попробовать дотянуться до уровня Мулявина и Пасняров в новом формате, показать белорусский язык, белорусскую песню, показать на весь свет. Ну и у нас уже есть опыт, мы поехали в Россию, у Андрея Малахова были, и мы сегодня получаем огромное количество сообщений, чтобы наша белорусская песня приехала там в Кострому, на Урал, и в Владивосток. То есть люди ждут, и белорусы же ведь раскиданы повсюду. Поэтому на сегодняшний день у нас вот такой вот круг движения. И у нас же, так я же говорю, состоит концерт со стендапа. Я вспомнил это, или мне мама рассказала. И это достаточно очень тонко чувствуют люди. Я был маленьким, 1,5, не знаю, там года, может год был мне. Я к бабушке к своей подошел, ей было 85 лет. И она вот так вот как старый человек, знает уже, что вот, жизнь заканчивается. И она была с юмором, и она сказала мне, вздохнула, так вздохнула. Ой, унучак, як мы с тобой подобны один одного. У тебе один зуб, и у меня один зуб. То есть, это же, знаешь, это не придумаешь, да? Это только я понял это, когда вырос уже в 40 лет, потому что в 15, 20, 30 тебе это еще не интересно. А когда в нашем возрасте уже где-то, як я кажу, молодежь 45+, мы уже по-другому оцениваем жизнь, мы оборачиваемся, мы с надеждой еще смотрим вперед, начинаешь заботиться о здоровье, одно другое, правильное питание и тому подобное. Поэтому, жизнь скоротечна, и все и мгновенно, и летутенно. Поэтому хочется немножко качество жизни улучшить, чтобы было и душевное спокойствие, и психоэмоциональное. Очень много аспектов, про которые мы не знали, пока росли. А организм, он же не бесконечный. Как мне один хороший человек сказал, все, 40 лет, знаешь, машина тоже вот ездит до какого-то времени, а потом бензин заканчивается. Так и тут нужно подпитываться, нужно заправляться. Какие отзывы от иностранцев? Что вот они вас слышат на сцене, и какими впечатлениями они делятся? Да? Потому что язык все равно для них, наверное, где-то знакомый, близкий, но все равно бывает местами непонятный. Конечно. Много, если говорить про ближних наших соседей, россиян, вот когда есть те, которые пишут, моя бабушка разговаривала на белорусской мове, мне так приятно. Или, к примеру, есть те русские люди, просто чисто русские, которые пишут, я не все понимаю словами, но душа моя поет вместе с вами. То есть, допустим, та же «Хата батьков», можно не знать некоторые слова, но ты чувствуешь ментально, что ты поешь о своем, о родном, и это не важно, какой язык. То есть язык наш на сегодняшний день, белорусская мова, яна толькі упрыгожвае нашу песню, яна льецца. На сегодняшний день, конечно, не у кожнага можа атрымацца так размаўляць, так спяваць, бо таму што у нас так здарылася, што я вырас у такім асяроддзі, да, дзе беларуская мова, яна так ці інакш, яна ўплывала, і ў мяне настаўніца была выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, класны кіраўнік. Таму я ў гэтым увесь плаваю, і то я вось за гэтыя 2 гады, якія мы зараз з хлапцамі играем концерты, я себе заставил размаўлять. Это было нечто подобное на то, как мы едем усе за мяжу и пытаемся на английском языке разговаривать. Там тое слово успомню Гена, так и гэтым чынам. И на сегодняшний день я могу уже размаўлять бегла. Але гэта практика. Бо сегодня можно сказать, что я не умею размаўлять. Але ты паспрабуй, ты только пачни размаўлять, и ты пачни, и я. И калі у нас будет такое невялічкае асяроддзе, все поплыве. И так у Беларусі песня, мова, гаворка, ёй толькі дай гэтаму ручайку расцячыся, гэта будзе велізарнейшая рака. Сегодня вы в Жировичах, да? И вообще, какие вот у вас впечатления, эмоции переполняют сейчас? Вот когда Антони написали, да, пригласили нас, у меня сразу так тепло стало. Во-первых, что это вот то, что мне сейчас интересно, то есть волнует духовная сторона бытия, да, нашего, да, и еще почему в духовную семинарию сюда, в Жировичи, мне было приятно сегодня ехать, потому что мне было 20 лет, я помню, я заболел, я не знали родители, что делать, и вот меня привезли сюда, в Жировичи, помолиться, иконе Божьей Матери,
И вот как-то совсем было плохо. Мы искупались в источнике, и я как-то мне стало вот настолько хорошо, как-то вот, ну как-то просто, и я говорю, можно я останусь? Ну, родителям, вы едьте, я побуду тут. И я помню, я сегодня рассказывал это, на сцене я остался и ночевать. Тогда было, не знаю, есть ли сейчас там вагончики такие для послушников, да, там вот, ну, это все по-простому было, такие вагончики, они были еще лето, было очень жарко, было, я не мог уснуть, и вообще то ли уснул, а уже 5 часов утра, я помню, заходит монах с колоколом, прохиндеи, вставайте. Это было, я думаю, как? Я только в деревне вот коров пасю сейчас каждое утро в 5 и тут. И вот, ну, мы пошли на молитву, а потом в поле, потом кто куда там картошку чистить, я помню, кто в трапезную. И вот так вот еще прошло у меня таких рабочих дней в монастыре. Я ходил на источник несколько раз. И вот таким образом вот, ну, такой какой-то магнит, что ли, вот, и сегодня мне вот вдвойне приятно, тут много нового, столько расстроилось всего, столько зданий новых, интересных, приятно, что, и само вот это ощущение, когда духовная семинария, все-таки я прислуживал батюшке, и мне было интересно, вот, а люди учатся, люди выбирают эту профессию, да, это же, ну, как бы, люди идут, и у нас еще, я вспоминал, сегодня рассказывал, нам всем мирским людям кажется, что вот тут за этими стенами в духовной семинарии там просто какие-то или небожители, или вот люди, которые вот, ну, и безгрешные. Ну, а тут на самом деле простые ребята, которые выбрали эту профессию, которые хотят научиться, а потом учить других. И вот я рассказывал ребятам свою историю, что вот, ну, когда мы с другом служили батюшке в алтаре, и он был тоже строгий такой, ну и бывало, там наругает на нас, и я так обижался. А мой коллега, который стал священником, говорит, ой, слушай, наш еще хороший батюшка, вот там в соседней деревне, если что не так, кадилом по плечах может дать. Такой юмор такой, ну, вот, ну, что есть разное. Вот, поэтому сегодня тут, ну, классно. И погода нам сприяя, и все вы улыбаетесь, так приятно. Хотелось бы спросить, а почему все-таки, на твой взгляд, современному человеку стоит приходить в церковь, обращаться к Богу? И у нас сейчас, да, то так принято, да, говорить, что у меня Бог в душе, да, и поэтому церковь, она мне как бы не нужна, да, я сам верю в душе, я сам молюсь для себя. Почему вот важно сегодня, вот на твой взгляд, современному человеку посещать храм, посещать богослужение? Потому что, почему важно, вообще нужно возвращаться не только начинающим, нам всем нужно, ну, у нас воруют сейчас душу. Вот вообще в цивилизованном мире, вот то, что сейчас происходит, у нас воруют наше все. То есть все эти цифровые технологии, все, что происходит сейчас с информационным полем, нас воруют наше мнение. И то есть если полностью отдаться себя, то есть ну, все размазывается, то это мы, получается, биороботы. Если не вернуться к слову, не вернуться к тому, о чем написано там, в святых писаниях, в книге, в Библии, не прислушаться, не увидеть, нас просто украдут всех. То, что сейчас и происходит. С запада, с востока, с каждой со своей стороны лепит что угодно. То есть сейчас же уже скоро и человек не понадобится. Знаешь, сейчас и искусственный интеллект придумывает и стихи, и рассказы, и картины пишут. Еще чуть-чуть осталось, вот чуть-чуть. Ну, я не к тому, что нужно ограничивать себя в новых технологиях, но вот церковь как раз, вот духовная беседа, духовное развитие, духовные законы. Это сейчас про это, что мы должны чуть-чуть, вот как бы имея все это, понимать, что подождите, вот же есть основа. Это как с патриотизмом, как с родиной, да? То есть, ну, нельзя делать подмену. А сейчас и на патриотической теме много кто играет, всякие кучу подмен, так и на духовной теме. Сейчас тебе в любой уголок можно выбрать любую себе там религию, веру, не знаю, что угодно, тебе сейчас расскажут там одно и другое. Но есть основа, от которой, ну, можно уйти, каждый может там, да, ступиться, пойти, но все равно ты рано или поздно должен к этому вернуться. То есть, ну, это никак. То есть, ну, другого пути нет. Я не духовник, я не могу сейчас там какими-то правильными словами рассказать, но я на эмоциях, на ощущениях, на своих именно, что мне кажется, что нас каждого сейчас вот воруют что-то у нас, да, начиная вот с такого вот возраста, да, когда ребенок получил там, дали ему смартфон, все.
все, считай уже как бы, считай, он уже попал в эту сеть. Поэтому вот это важно. А в семье у вас были какие-то традиции христианские на Рождество, на Пасху? Ну, конечно, из моего детства, вот сейчас я приезжал из ближайшего на Рождество, и это вот мак, да, вот, ну, когда маком поливают, мне мама вот с такого возраста, так, ты идешь трешь мак. И у нас соседки у бабы Гени, знаменитой нашей, которая на концертах рассказывала, была такая жбан такой, и там такими рысочками там было на глиняной натерто, и она давала мне палку такую, засыпаешь мак, и надо было так вот между коленями, и мак этот растирать по стенках, чтобы он, ну, не кофемолка, да, а вот таким вот народным, и потом туда молочка, меда, и это все уже этим маком поливали этой оладки, и уже получались такие смачные присмаки, вот околядные. Здорово. А пасхальные какие-то традиции? Вы вместе всей семьей ходили? Да? Конечно, на всю ночь, но я сейчас до сих пор, вот, ну, все ночные бдения, да, я еду к себе в свой храм, к родителям, к маме, и мы идем на Пасху, на всеночное бдение, и уже там вот у освящения куличей, и утром уже все, уже яйца. Да, то есть это вот, ну, это то, что дает опору ежегодную, да, то есть мы живем там от Пасхи до Пасхи, да, вот когда вот ты живешь, и вот Пасха пришла, все, новая жизнь начинается, Новый год начинается, новые надежды, новое, все что-то новое. Ты для себя, в первую очередь, я заметил такую штуку, что вот годы идут, немножко с возрастом есть там уныние, тут уныние, но думаешь, вот до Пасхи сейчас дотянем, сейчас вот, ну, мы снова воспрянем, сейчас мы покажем. Ну, так вот Пасха нам дает такое. Хорошо, еще такой вопрос касается вашего творчества. Да, вот сейчас вы становитесь все более популярны, известны. А как меняется окружение? Я имею в виду близких людей, да? Как-то начинается, наоборот, какая-то чувствуется поддержка или, наоборот, где-то какое-то негодование на какие-то вещи, аспекты? Может быть, кто-то зависть, может быть, где-то жалуется на то, что недостаток внимания. Антоний хорошо сказал, знаешь, вы становитесь более известны. Я бы сказал, более-менее. Такое, знаешь, более-менее известно, потому что мы к этому как бы шли, желали, но мы не знали, что это так тяжело. На самом деле вот все артисты хотят вот стать популярными в моменте, да, там вот чтобы. Но, во-первых, это огромнейшая ответственность. Потом это просто физически, психоэмоционально, это просто очень тяжело уделить каждому внимание, даже вот просто пофотографироваться после концерта становится уже тяжело. Окружение меняется, вот это правильно замечено, и когда ты вот хочешь стать известным, ты начинаешь звонить, собирать друзей, а когда ты уже чего-то достиг, тебе уже порой трудно, вот даже тех круг, который у тебя был, его просто вот, ну, содержать, да, отвечать на сообщения, отвечать, общаться, потому что уже просто физически это становится тяжело. Потом энергетика, да, на концертах, она разная. Вот одни люди пришли послушать, порадоваться за тебя, ну или с тобой вместе порадоваться. Ну и оказывается, есть же и темная сторона в этом во всем. Темная сторона людей, да, которые приходят с плохими мыслями, да, с плохим эмоциональным фоном. Кто-то пришел порадоваться, а кто-то пришел, ну, вот с завистью, типа, ах, вот ты как ты, да, вот тебе там дядя помог, крыша, мол, у него. Вот такие есть товарищи, да. Или, к примеру, есть такие товарищи, которые на разных уровнях, а на твоем же месте должен был я. Мол, у меня-то в проигрыш в песне куда лучше, я-то композитор, ого-го. И вот это вот этот шлейф, а у кого-то есть мысли, а у кого-то есть еще и рычаги, да, кто-то комментарий напишет, кто-то позвонит знакомой дяде или тете: Валера, отмени их концерт, ну, как бы они там что-то не то сказали, вот, ну, вот, и вот с этим вот жить становится сложнее, точнее не сложнее, этому надо научиться с этим жить, потому что на что-то надо научиться не обращать внимания, где-то надо больше там помолиться, к примеру, где-то надо сходить, где-то надо отпустить, да, вот, ну мы же все упертые, нам кажется, что нам надо вот прямо здесь и сейчас, и ты давишь, а ты давишь на кого прежде всего? Ты давишь на свой организм, ты давишь на свою психосоматику, ну и таким образом ты сам себе, то есть, знаешь, я сейчас только понимаю, что
можно было просто отпустить, и какие-то вещи на примере того, что вот когда я был студентом, я не доедал, я хотел собрать $100. Я не доедал, там, да, вот, ну вот я прям очень сильно долго собирал, экономил, не покупал там себе одежду, что-то где-то не... И потом, через полгода я собрал $100. А прошло время, допустим, $100 я мог за один день заработать. И так с каждым этапом. $100, 1000, там, $2000. Оказывается, чтобы собрать $10 000, когда-то тебе все-таки надо было не подоедать, не подоедать. Так не получится. Не получится в моменте заработать $10 000. Хотя на сегодняшний день нам уже, может быть, уже и не так сложно это сделать. В моменте. Но если бы мы тогда не собирали долго $100, нам бы сегодня и так во всем. А как ты считаешь, какие вот главные качества должны быть у человека? Ну, главное качество, мне кажется, вот ну, то, чего на сегодняшний день не хватает обществу, не только в нашей стране, вообще по всему миру, не хватает доброты и прощения друг друга. Вот это вот ощущение, что надо простить, вот принять. Простить, понять. Вот это какие-то вещи такие, ну, они простецкие. Но из-за этих вещей, что мы не можем друг с другом сделать, ну, происходит то, что происходит. Мы не можем поговорить. Вот мы не можем поговорить. А если поговорить, принять о том, что поговорили, что вот ты думаешь так, я думаю так, ну, хорошо, окей. Вот это основная проблема сейчас в мире. Основная проблема и раскол, из-за чего все происходит. Мы не просто друг с другом не можем договориться. Ну, мы не можем сказать, что тебе нравится черный чай, а мне зеленый. Ну окей. Ну и хорошо. Нет, ты тоже должен пить черный. Потому что у меня сильнее рука. Ну нет, я не хочу пить черный. Состав группы вашей, он как-то менялся со временем, или же все те, кто был в самом начале, они оставались? Основной состав группы, вот начиная с училища, когда мы познакомились там с Ильей Немыцко, с баянистом, вот он на протяжении уже в 2025 году, нам будет 20 лет, он не менялся. Это вот Андрей Маврин, наш барабанщик, Сергей Храмцов, наш бас-гитарист, Роман Горбацкий, сын Сергея Горбацкого, внук Петра Горбацкого, и Константин Тевризов, саксофонист, да, это основной вот наш состав, который вот очень много лет не менялся, потому что это говорит о том, знаешь, это как вот в церкви, да, то есть если у тебя, или, к примеру, на любой работе, если у тебя текучка кадров, ну ты плохой руководитель, ну или что-то там кого-то не устраивает, это же основа, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, да, сегодняшнего времени. Сейчас тенденция такая, что не подходит, давайте с ним попрощаемся. Надо сохранять коллективы. Я вот вижу это так. Нужно сохранять людей, нужно сохранять специалистов. Потому что на других у нас можно сейчас всех разогнать, разбазарить, да, ну, растолкать. А кто же будет делать хорошие дела? Хорошо, да? Хорошо, правильно. Людей нужно ценить, вот это важно, людей с разными мнениями нужно ценить, с разными взглядами. Он хороший специалист, пускай он делает свое дело и смотрит куда хочет, да? То есть лишь бы он приносил радость, приносил какую-то пользу обществу, государству, стране. Если у него это хорошо получается, пускай работает. Как возникла идея вообще назвать группу «Дрозды»? Это я вот согласовывал тоже ваш приезд с администрацией духовной школы, да, и говорю, ну вот есть такая группа «Дрозды», вот хорошо поют, включили песню, да, этих знаем. Потом кто-то один из членов администрации задумался, говорит, я раньше думал, что это птицы, это оказывается люди. Ну, вот у нас на самом деле название взялось оттуда, что все-таки мы опираемся на классиков наших белорусских, да, Владимир Мулявин когда-то спел, а вы слыхали, как поют дрозды? Вы слыхали, как поют дрозды? Ну вот, да, и мы, когда зарождалась группа, мэтр спросил, мы ответим. И вот сейчас мы отвечаем на то, что спросил мэтр. Спасибо Владимиру Мулявину и песнярам за то, что дали нам этот посыл. Вот дали, и мы сегодня, я надеюсь, хорошо выполняем эту работу. Как ваша семья относится к тому, что вы постоянно гастролируете, часто не бываете дома? Прекрасно. Ведь как это?
сила семьи в том, чтобы, может, реже видеть друг друга, от этого она и крепче, да? Это такая шутка, знаешь. Но супруга у меня тоже музыкант, мы познакомились в консерватории, когда вместе учились со студенческих лет, и мы уже вот столько лет вместе, у нас 2 детей, 10 и 4 года, и на сегодняшний день супруга полностью помогает мне во всей администрации, во всем движении, то есть это вот, ну, как мой поплечник, такі на беларускай мове кажучы, мой такі баец гэтага фронту, да, музычнага. І таму на сённяшні дзень, конечно, гэта і дапамога, гэта і сямейны мой быт, і вот это все вместе. Вы делитесь с ними впечатлениями вообще? Как прошел концерт? Им это интересно? Ну, дети же, они ж, вот, ну, как бы, у них своя программа. Конечно, они знают, я говорю, ты где папа твой работает? Папа, младший говорит, папа певец. А что он поет? Хату батьков. Все. Хату батьков поет папа. Все. Ну, и поэтому, ну, как бы, дети ждут папу, что папа приехал, привез какой-нибудь подарок. А в школе как-то... А в школе вот, ну, конечно, есть такое, скажем, когда уже знают, кто отец, ну, вот есть учителя, чтобы тоже позвонить, чтобы вот, ну, на концерт прийти. То есть есть такая какая-то вот... Это нормально, это, ну, как бы, ну, попасть, билетик достать, ну, это уже появилось. Ну, на родительское собрание тоже, чтобы отец был или чтобы мама приходила? Не, на родительское собрание, конечно, вызывают все время отца, но отец все время в гастролях, да. Если бы мои дети захотели стать музыкантами, я бы вот в плане походить ради развития, это хорошая идея, это прекрасное развитие для любого человека, музыкальное образование. Но чтобы вот в плане выбрать профессию, да, вот я хочу быть великим балалайшником стать. Это из разряда, я бы, конечно, отговорил, потому что, ну или неважно кем, музыкантом, вот выбрать профессию, не то чтобы отговорил, если бы я видел там огромный талант, вот, потому что мой папа всю жизнь сомневался, он приводил меня в школу, посмотрите, пожалуйста, вот точно, вот он хочет музыкой заниматься, посмотрите, может, потом я поступил в училище, приезжал, он точно, или может еще как бы есть шансы, ну, вернуть его в жизнь там, да, и потом в консерваторию поступил, и папа сомневался, и только когда у меня начало получаться петь, и нас начали, ну, все, папа расслабился, ну, все, а до этого переживал, чем сын будет зарабатывать. Да, это потому что это 1 из 1000 может удачно сложиться. Это как любая профессия. Так вот и дети, чтобы выбрать профессию, я бы, наверное, как папа миллион раз подумал, потому что у нас в примере есть и шуток таких. Ну, когда ты заканчиваешь Академию музыки, допустим, знакомый МОЗ закончил по балалайке, и мы потом встречаешь кого, я говорю, ты где работаешь? А я дамрист. Кто? А, никто. Да, то есть это вот, ну, такая, в это и грустно, и смешно, а никто, водитель. А трудности были во время обучения? Сплошные. Это вся моя музыкальная карьера на балалайке, это сплошная одна большая трудность. Ну, представляешь, что Баха на балалайке играть, ну что это? Ну и все остальное, да? Да. Но взаимоотношения с преподавателями прекрасное, прекрасно. То есть, когда на таком на начальном этапе, а там в школе музыкальное училище, и когда ты нацелен поступить в Академию музыки, вот есть еще ощущение, вот когда ты еще не сформировавшийся, что вот я сейчас поступлю в Академию музыки, и вот там я стану настоящим артистом, супер балалайшником. И ты поступаешь в Академию музыки, и там, благодаря учителям, приходит понимание: Виталий, не надо. Не надо, просто доучись. Ну, ищи себя дальше. Столько юмора, столько веселья. Это просто, ну, в связи... Ну, зачастую говорят, что это из-за родителей, то есть наследственный юмор. Или это просто уже спустя года столько накопилось, что... Классный вопрос вообще про юмор и про все про это. Я просто в школе... Это, наверное, склад артиста, когда ты ловишь в себе такую струнку, такую нитку, что ты умеешь каким-то образом воздействовать на окружающих. Это может быть шутка, это может быть та же какая-то грустная история, когда ты поешь, когда человек пускает какую-то слезу или улыбку. В общем, человек, который выдает эмоцию. Я это поймал, что у меня есть, допустим, да, талант воздействовать на людей с каким-то там вот этим набором, да. И я понял, что одно из таких направлений — это юмор.
И когда я вот начал там читать анекдоты, какие-то истории, слушать юмористов, это вот таким я был. И потом ты, когда этого наслушался, ты начинаешь как-то транслировать это. И как же моя мама переживала, я помню, она опустила, что у меня растет, ну потому что ты лепишь всякую лажу, у тебя просто-напросто не получается так, как должно быть, да, на это нужно уйти время. И я помню этот взгляд мамы, как она, что со мной что-то не так. Со мной что-то не так, потому что, ну я такое там городил. И на протяжении, там, скажем, наших творческих путей, конечно, мы много где наступали не туда, экспериментов и музыкальных, и юморных. Это, конечно, все называется одним большим словом грех, да, за что мне на сегодняшний день, я, конечно, уже покаялся многократно, но мне сегодня за это даже стыдно где-то, да. Но вот это все вот есть, и я понял, что и юмор, и вообще и разговор, и смех, он может быть правильным, добрым, вдохновляющим, да, то есть не таким вот, как модным таким словом, хайповым каким-то, да, а духовным, да, то есть от которой становится смешно и на душе, допустим, приятно, хорошо, а не вызывает смех и какие-то стесненные чувства. Пройдя длинный путь в своей жизни, может быть, есть те моменты, которые ты хотел бы пройти заново или пережить, или те моменты, которых бы лучше бы и не было? Наверняка такие моменты есть. Иногда я к ним возвращаюсь и даже думаю, что бы было, если бы я там так не поступил. Но раз я так поступил, да, вот, мы же мы с духовной точки зрения, значит, вот Бог вот мне дал вот такой путь, да, вот такой шаг сделать. Это значит, он мне направил, чтобы я, условно говоря, набил шишку и понял, что надо что-то делать по-другому. Не бывает же случайных моментов, да. Это вот один момент, что вот я, когда об этом думаю, я понимаю, что меня вот Господь отправил туда. Или, к примеру, Господь попустил, чтобы я сделал, согрешил так, например, да. Или когда я думаю, что, допустим, про песни, потому что вот, что касается, мне хотелось всегда в 20 лет, чтобы у нас появилась такая песня. Но с сегодняшней головой, вот мне 42 года, я понимаю, если бы у меня в 20 лет появилась популярная песня, у нас сегодня есть примеры артистов, которые, к сожалению, в плачевном состоянии, вот и психоэмоциональном, и физическом, имея песню суперхит и популярность 20 лет назад. Это огромнейшее испытание, которое не все могут пройти. И вот тогда я очень это сильно хотел. А сегодня я понимаю, что слава Богу за это. Слава Богу за то, что мне в 42 года далось такое, скажем так, благо, с которым ты таким уже взрослым умом и то можешь с трудом справляться. А в 20 лет это совершенно другая история. Поэтому слава Богу за все, что мы имеем. И вот сегодняшняя встреча такому этому всему подтверждение. Да, Виталий, может быть, ты подскажешь, какие вот есть современные группы, которые интересные артисты, современные группы, которые тоже молодые ребята, инициативные, но которым тоже следует прислушаться, увидеть их творчество? Я вот не скажу за группы или за каких-то артистов, но то, что вот я подмечаю для себя интересных, ярких блогеров, которые, вот, на мой взгляд, особенно белорусских, да, с которыми можно коннектиться, можно общаться. И то, что мне сейчас нравится, это белорусская тематика. Те, которые вот выходят с простых, и я их поддерживаю, там, скажем, с деревень к нам приезжают всякие такие товарищи молодые. Я из Турова, я там Семен, как там хлопец был нам? Туровский, там, некий хлопчик такие, я в ТикТоке, можно я у вас возьму интервью? Это такие моменты. И вот мы сейчас плотно сотрудничаем с такими ребятами, вот там Юрка Максимчик, там Баба Нюра, это вот которые такую, представляют вёску в Инстаграме, разговаривают там по-вязковому, по-простому, набирают много просмотров, там Пан Усялян, вот такие знаменитые блогеры наши. И вот нам с ними интересно работать. Вот сейчас у нас будет выходить совместная песня про 23 февраля и 8 соковика, 23 лютого, такая юмористическая, такая классная, веселая, заводная. С Бабой Нюрой мы что-то планируем спеть вместе, такие. И вот таких ребят хочется поддерживать. Еще хочется поддерживать молодых поэтов, которые нам сейчас много присылают песен, стихов.
И хочется и через ваш канал призвать. Вот у нас мы создали такой ящик, или можно в любом мессенджере, в любой социальной сети написать нам. Мы просим на белорусской мове, потому что больше мы спеваем зараз на белорусской мове, тому 17 год мы спевали на русской мове, не атрымлівалось. І ось, коли почали на свойской, что у нас почало атрымлівацца. Тому зараз запрос такі на беларускамоўныя тэксты, на беларускамоўныя вершы. Мы глядзім, калі штосьці нам падыходзіць, мы ствараем прямо ў грымёрках з гэтага песню. І хто сочыць за нашым інстаграмам, можна ўбачыць, як гэта мы робім. Мы просто, я дастаю гэты верш, мы спяваем, хлопцы іграюць на інструментах, і атрымліваецца цудоўна з ходу. Ну і такім чынам далей гэта ўсё ідзе пераварочваецца ў песню. Здорово. Ну, что вы, может быть, хотите пожелать нашим слушателям, зрителям канала? Я всем зрителям вашего канала хочу пожелать не теряться. Не теряться, быть настоящим патриотом веры, патриотом своей родины, быть патриотом своих родителей и ценить и понимать жизнь вот так, как ее нам передают с Писания. Да? Вот потихоньку, по чуть-чуть разбираться в этом, разбираться в духовных законах. И таким образом все у всех будет хорошо. Ну, улыбаться друг другу и то, о чем мы говорили, научиться прощать, понимать и терпеть. Терпение всем и радости. Да, спасибо большое, Виталий, за то, что вы нашли время, за то, что порадовали нас своим концертом, за то, что посетили нас, приехали. Спасибо большое, Виталий. Спасибо. Нам очень приятно быть сегодня здесь. Нам очень приятно, потому что мы и зарядились. Дай Бог, чтобы у нас у всех все было хорошо. И мы еще раз приехали, ну, сюда, в Жаровичи. Может, еще и больше людей соберем, и больше верующих. И мы поем вместе. Спасибо. Это был подкаст «Диалоги». Благодарим за внимание.